Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу развития арктической зоны Российской Федерации, состоявшегося в апреле. Ранее глава Якутии С.Н. Николаев сообщил, что благодаря Северному морскому пути будут развиваться промышленные центры в Арктике. Одним из ключевых центров арктического судоходства станет порт Тикси, модернизация которого запланирована в ближайшие годы. Также С.Н. Николаев сообщил, что развитие Северного морского пути повышает рентабельность месторождений в Арктике. Как сейчас живут в арктических районах региона и какие планы по дальнейшему развитию территории, гость студии Сергей Неустроев, исполняющий обязанности министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. В нашем регионе 13 районов отнесены к арктической зоне. Какие хронические проблемы характерны для них? Но я бы не хотел назвать их хроническими проблемами. Есть объективные обстоятельства, есть климатические условия суровые, есть географическое расположение этих арктических районов. Но есть и субъективные моменты, как транспортная недоступность и энергетически слабо развитая энергетика. И нам вот, по транспортной доступности я хотел бы отметить, что для грузовых перевозок у нас летом водными путями есть время только 1,5–2 месяца, а автотранспорт в зимний период мы в течение 2–2,5 месяцев должны тоже перевести грузы, и должны работать автозимники. Ну, в остальной период вот, связь осуществляется авиатранспортом, с ним тоже есть свои вопросы. Необходимо обновлять авиапарки, необходимо обеспечивать безопасность пассажиров, которые летают ежедневно в Арктику. Также самая главная задача и проблема является продовольственная безопасность. В настоящее время у нас были сбои, прошлые годы были зимой по обеспечению продовольствием. Устарели помещения, вот эти магазины, склады, и необходимо было системно вот сейчас подходить к этому вопросу. Острыми проблемами остаются также проблемы социальной сферы, это трудоустройство, жилье, образование, здоровье населения, миграция. И поэтому, так как внимание сосредоточено на развитии человеческого капитала, необходимо, чтобы люди жили там в комфортных условиях. Правительство республики совместно с федеральным руководством все свое внимание и чаяние вот именно вкладывают в человека. Нам необходимо строить новое жилье, необходимо строить новые социальные объекты и обеспечивать и продовольствием, и другими товарами население, которое живет в Арктике. Так принят ряд стратегических важных документов, которые определяют направление развития арктических районов. У нас есть неплохие уже последние годы положительная динамика в этом. Есть рост населения в Арктике. Впервые вот за долгое время у нас сокращается и миграционный отток. По сельскому хозяйству фиксируется увеличение поголовья оленей, реализуются новые арктические проекты и программы. И поэтому мы видим, что работа, в принципе, какие-то результаты приносит. Главой республики у нас уже 3 года назад все жители арктических районов были освобождены от налога на имущество, транспортного и земельного налога. Вот вы уже затронули, как постепенно меняется жизнь в арктической зоне. А вот с какой целью открываются логистические центры? Одним из самых главных направлений стратегии развития арктических районов определено создание в отдельных, центральных поселках, районных центрах торгово-логистических центров. Что это такое? Торгово-логистические центры, они обеспечивают завоз в населенные пункты именно продовольствия и других жизненно необходимых товаров. Они призваны стать центрами формирования и распределения грузовых потоков, так как из районных центров далее они уже попадают в другие наслега, отдаленные наслега. И у нас в связи с тем, что я уже сказал, что очень устарели эти магазины, склады, они должны заменить их.
ТЛЦ имеют у себя теплые, холодные склады, именно помещения для долгого хранения продуктов, что обеспечивает и круглогодичное обеспечение населением и теми же овощами и другими продуктами. Ну и задачей проекта создания сети торгово-логистических центров является оптимизация именно поставки социально значимых товаров, также сельскохозяйственной продукции для нужд населения. В будущем мы хотели бы видеть ТЛЦ как фактории, чтобы население могло сдавать свою продукцию, добытые на местах. Возможно, это будет мясо, рыба или ягоды, или свою какую-то продукцию. И мы могли бы перерабатывать эту продукцию в переработанном виде, уже перевозить в центр, в Якутск, чтобы у нас была и туда доставка продуктов, и обратная загрузка уже продовольствия, товаров, местных товаров, которые мы могли бы реализовать здесь, в центре. Тем самым мы могли бы обеспечить работой местное население, и была бы уже снижены были бы все эти издержки и транспортные издержки, которые являются очень дорогими по доставке товаров в Арктику. Сколько логистических центров? В прошлом году нам удалось построить 2 логистических центра: Усть-Куйге Устьянского района и Белой горе Абыйского района. В этом году у нас планы уже 5 создать торгово-логистических центров, и до 2024 года мы должны построить все 13 таких центров. Нам в этом очень сильно помогли федеральные власти. Они нас финансировали на практически 1 миллиард рублей до 2024 года. Мы должны освоить эти деньги и построить такие торгово-логистические центры. По госпрограмме было предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры в арктической зоне страны. Какие объекты решено возвести в Якутской Арктике? Определены ли источники финансирования? Да, в арктической зоне республики у нас за счет средств регионального бюджета за последние годы велось опережающее строительство социальной инфраструктуры. Строятся больницы, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, школы, детские сады, культурные центры. Перечислять, наверное, я конкретно не буду, но я хотел бы сказать, что главой республики еще раз подчеркнуто, что мы должны строить такие социальные объекты в Арктике именно в зависимости от количества населения в поселках, тех или иных поселков. В Арктике поселки все немногочисленные. Поэтому есть необходимость строить многофункциональные здания, которые бы в себе именно могли бы, где можно было бы и дом культуры построить, и тут же был бы спортзал, возможно, какие-то еще социальные объекты, чтобы это все было в одном здании. Это был бы такой, это необходимость такая есть, потому что если это строить отдельно, школы, сады отдельно, то это очень будет, получается, очень не то что дорого, но и очень сложно будет их содержать в будущем. Поэтому такие проекты у нас есть. Мы создали проект многофункционального центра в поселке Хаир, который совмещает в себе спортзал и дом культуры. В будущем думаем масштабировать этот проект, чтобы у нас в каждом арктическом поселке были свои такие совмещенные досуговые центры. В Государственную Думу будет внесен законопроект о правовом регулировании северного завоза в районы Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Какие предложения внесла республика в этот проект закона? Да, наша республика очень активно участвует в разработке этого законопроекта. Он еще в проектном виде, и наши предложения мы еще собираем со всех наших отраслевых министерств. И у нас в первую очередь мы, конечно, говорим о северном завозе, о том, что необходимо его не только продовольствие, о том, что я говорил ранее, это в первую очередь топливо. Это в первую очередь именно ГСМ, которым отапливаются у нас котельные в Арктике. Это не только завоз, это и реконструкция и портовой части, портов прибрежных, всей инфраструктуры, новое переоснащение нефтебаз. Так что у нас очень много таких предложений по именно
модернизации тоже мощностей, которые работают на людей, живущих в Арктике. Также есть предложение по развитию Северного морского пути, возможно, изменение путей доставки продовольствия и товаров через именно Северный морской путь. А главы районов принимают участие? Конечно, самое в первую очередь, потому что они на местах именно нам знают, какие есть и проблемы, и возможности для решения этих вопросов. Планируется расширить меры поддержки приоритетных инвестиционных проектов в арктической зоне, в том числе за счет средств федерального бюджета, Фонда национального благосостояния. Какие инвестпроекты могут реализоваться в арктических районах Якутии? Ну, мы все знаем, что в Арктике сейчас идет очень большая работа, геологическая работа, именно геологическая работа по рудным месторождениям, вообще по добыче полезных ископаемых. Но мы бы хотели, чтобы инвестпроекты не только были связаны с этим, сырьевые были проекты, а чтобы инвестпроекты были именно и в других отраслях, чтобы развивалось производство на местах, чтобы были инвестпроекты, связанные именно с качеством жизни, по строительству арктических поселков. Есть проекты, мастер-планы подготовлены у нас именно по изменению вообще поселков арктических. И мы хотели бы привлечь инвесторов для таких проектов. А в это число могут войти предприниматели? Конечно, мы в том-то и дело хотели бы, чтобы для них условия были очень приемлемые, и предприниматели могли не только привозить продукты и продавать их. В основном эта отрасль, эта область у нас занята. Мы хотели бы, чтобы развивался туризм, развивались другие производства, переработка продуктов и на местах, хлебопечение, ну и другие виды отраслей. На совещании также говорили о нерезидентах арктической зоны, на которые будут распространяться льготы, предусмотренные для резидентов, при условии реализации ими новых проектов на территории арктической зоны. Какие это могут быть организации? Ну, пока меры окончательно не выработаны, сложно однозначно озвучить, какие-то именно организации могут получить данную поддержку, но эти организации должны быть зарегистрированы в арктической зоне в первую очередь. И у них должен быть инвестиционный проект, направленный на деятельность, должен быть новым именно. И заявитель не должен находиться в каких-то процессах реорганизации, ликвидации и не иметь задолженностей. Но минимальный объем капитальных вложений инвестпроект должен составлять более 1 миллиона рублей. Сергей Анатольевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо большое. О развитии арктических районов региона мы поговорили с Сергеем Неустроевым, исполняющим обязанности министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики.